Прикладываем ухо к носу, медленно толчок, выделяем 10 секунд. Нет сознания, носовое кровотечение, легкая травма, паника. Случай на улице. Во время субботника ребятам стало плохо. До приезда скорой необходимо срочно оказать первую медицинскую помощь. Эта история лишь легенда для участников регионального чемпионата по оказанию первой помощи среди школьников и студентов. Команда первой Сунжинской школы с этим этапом справляется без проблем. У ее капитана Акрамана Мейриева уже есть опыт оказания медпомощи в реальной жизни. Человек случайно как-то за острый предмет зацепился, порезался, начал обильно идти кровь. Взял резко жгут, наложил на него, закрутил, дальше уже начал бинтом накладывать, сделать, помог ему сразу, чтобы он сразу полностью кровь не потерял. И отвел его в медпункт, там ему уже полностью оказали помощь, и находясь с ним рядом, мы уже дождались скорой помощи. И так мы его спасли жизнь, получается, так бы он мог умереть, пока мы все спали. Чемпионат включает в себя 3 этапа. Это тестирование и 2 ситуационные задачи, где на определенных локациях необходимо выполнить задание. Вместо манекенов загримированные волонтеры. Проверяется слаженная работа команды, знание алгоритма вызова экстренных служб, умение оценивать риски, оказывать психологическую помощь. Инструкторы строго следят за каждой командой, чтобы подвести справедливые итоги. Вот эта команда выступала лучше всех. На всех членах команды были защитные перчатки. Была проведена оценка места происшествия на предмет собственной безопасности. Засчитываем. На второй локации случай в столовой, закупорка дыхательных путей и травма ноги. С заданием, по словам инструкторов, участники справились. Ты была психологом команды? Да. Это было видно. Все. Участникам чемпионата необходимо показать, чему они научились на мастер-классах, которые проводились в течение учебного года. К состязаниям ребята усердно готовились последние 2 недели. У меня была задача, у человека открытый перелом, когда человека надо вытаскивать из машины при ДТП, при больших кровотечениях в основном, и при переломе ключицы у меня тоже был. Как ты думаешь, если такая ситуация была в реальной жизни, ты бы смогла помочь человеку оказать первую помощь? Я об этом думала, кстати, но мне кажется, если я бы растерялась немного в этом. Но в основном я знаю практику, я бы смогла сделать. Чемпионат в республике проводится уже в 3-й раз. За это время оказывать первую помощь обучили более 30 тысяч школьников и студентов. Организаторы напоминают, что от своевременной помощи может зависеть чья-то жизнь. При неправильных действиях есть вероятность, наоборот, ухудшить состояние больного. Поэтому здесь делают все, чтобы выработать автоматические навыки. Победители этого этапа будут представлять наш регион на федеральном уровне уже в следующем месяце. В Москве будет проходить именно федеральный этап по тем же дисциплинам, по тому, как они сегодня готовятся, к чему они сегодня готовятся. Но уже по одной команде будет от каждого региона, из 89 регионов, и будет определяться лучший регион, лучшая команда. Это будет команда первой помощи всей нашей страны. Обучение населения приемам первой помощи – традиционный вид деятельности международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца во всем мире. В ингушском отделении на сегодняшний день состоят около 200 человек. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.